Дорогие сограждане, как вы знаете, сегодня состоялось заседание Государственной комиссии под председательством премьер-министра Аскара Мамина. И решением Государственной комиссии с 20 апреля ряд секторов экономики городов Нур-Султан и Алматы возобновят свою работу. Окончательный список организаций будет утвержден 15 апреля. Однако предварительно, чтобы снять некоторые вопросы журналистов и граждан, хотели бы озвучить предполагаемый перечень направлений секторов экономики. Во-первых, несмотря на синхронность, в процессе ослабления карантинных мер в Нур-Султане и Алматы возможны различия. Почему? Это зависит от специфики развития эпидемиологической ситуации, а также особенностей структуры экономики городов. Поэтому акиматы будут заблаговременно информировать жителей обо всех нюансах и детально все разъяснять. Во-вторых, сам процесс ослабления будет проводиться поэтапно. На каждом из этапов будут учитываться заключения Министерства здравоохранения. Сейчас пока речь идет о первом этапе. В рамках первого этапа запускаются предприятия тех секторов, где риск заражения минимален. Для них будут подготовлены специальные протоколы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, будет вестись соответствующий мониторинг. В случае нарушения будут приниматься жесткие ограничительные меры. Также будет учитываться необходимость организации централизованной развозки работников, так как общественный транспорт по-прежнему работать не будет. В разрезе городов сегодня акимом города Нур-Султан было предложено с 20 апреля разрешить работу следующих организаций. Первое – это промышленные и индустриальные предприятия. По Нур-Султану в них занято порядка 35 тысяч человек. Часть из них продолжали работу, а возобновят ее более 25 тысяч человек. Второе – сфера строительства. Учитывая, что строительный сезон на севере страны короткий, было предложено разрешить работу строительных компаний и сопутствующих их отраслей. Это поставка стройматериалов, предприятий, авторского и технадзора, стандартизации и сертификации в сфере строительства. На первом этапе в сфере строительства возобновят работу порядка 50 тысяч человек. Третье. После 20 апреля запустят работу асфальтобетонные заводы, которые начнут ремонт дорог после зимы. Четвертое. Это банки второго уровня с коротким графиком работы до 16:00 для выдачи пенсий и пособий. Речь идет о 41 филиале. Пятое. Некоторые организации частного вспомогательного обслуживания. Это химчистки и прачечные, шиномонтаж, ремонт спецтехники. И шестое. Продлить возможность доставки еды из ресторанов и мест общественного питания до 22:00 часов. Таким образом, по всем озвученным видам деятельности возобновят работу от 90 до 100 тысяч человек. Это порядка 20% рынка труда нашей столицы. При этом до окончания карантина будут закрыты детские сады и различного рода секции дополнительного образования. Школьное образование будет продолжено в дистанционном режиме. До окончания карантина будет сохранен запрет на деятельность баров, ночных и игровых клубов, частных учреждений в сфере развлечений, объектов образования и вузов, театров, музеев и кинотеатров. Что касается Алматы, то в третьей декаде апреля на режим полного рабочего дня перейдут все отрасли промышленности, складирования, строительства, до 50% работников банков второго уровня, рынок ценных бумаг, а также некоторые сектора сферы услуг. Речь идет об СТО, шиномонтаже, автомойках, ремонте оргтехники. В результате в южной столице 128 тысяч человек перейдут на режим полного рабочего дня. В завершение хотел бы напомнить, что все остальные ограничения сохранены. Первый этап ослабления вовсе не означает, что теперь мы можем массово выходить на улицу. Риск заражения по-прежнему остается высоким. Болезнь, к сожалению, еще не побеждена. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Но новые больные по-прежнему выявляются каждый день. Пик заболеваемости не пройден, поэтому берегите себя и своих близких. Назарларыңызға рахмет.